В Чувашском отделении Сбербанка России вручили премии лучшим журналистам, освещавшим в течение 2012 года финансовые и экономические темы. Одними из победителей и обладателями премии Сбербанка в этом году стали и журналисты национальной телерадиокомпании. Церемония награждения проходила в стенах Музея сберегательного дела. Творческий конкурс журналистских работ существует уже 12 лет. Ежегодно в нем принимают участие не только ведущие СМИ республики, но и достаточно молодые издания. Министр Валентина Андреева отметила, что, будучи журналистом, сама участвовала в этом конкурсе и становилась победителем. Вас, избранных, поздравляю с заслуженной наградой. Я думаю, Вячеслав Николаевич показал все работы. Конечно, мне очень радостно видеть среди списка награжденных огромное, даже подавляющее количество – это наши средства массовой информации, учредителями которых является государство и Министерство информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской республики. Отрадно видеть и то, что среди награжденных есть частные издания. Среди призеров и награжденных были и республиканские издания, практически это все республиканские издания, это и Советская Чувашия, это ХПАР. И думаю, что сегодня в числе награжденных тоже люди достойные и люди, которые действительно своим отношением к Сбербанку показали, наверное, отношение к обществу. Потому что мы всегда говорим о том, что практически каждый житель республики является вкладчиком Сбербанка. Вручая награды, управляющий Чувашским отделением Сбербанка Вячеслав Александров также отметил важность работы журналистов для повышения финансовой грамотности населения и информирования клиентов Сбербанка. Конкурс «Деловое перо» помогает выявлять и поддерживать талантливых журналистов, пишущих на темы экономики, бизнеса и финансов. Лучшие профессиональные работы тружеников пера и микрофона были отмечены по нескольким номинациям. Редактор национального телевидения Галина Титарчук была признана победителем в номинации «Яркое слово».